На связи мамы и папы 11-классников из 20 муниципалитетов республики. О самых главных изменениях в экзаменах они узнают, можно сказать, из первых уст. На этот раз определиться с выбором предметов, которые предстоит сдать, школьникам надо до 1 февраля. Тогда же написать заявление. Изменить решение, предупреждают специалисты, можно будет только в крайнем случае, по уважительной причине. И фраза «передумал» к ним явно не относится. Чтобы получить аттестат, сдать надо 2 обязательных предмета – математика и русский язык. Математика делится на 2 части – базовый и профильный уровень. И до этого года наши выпускники могли сдать и то, либо выбрать что-то одно. Сейчас уже на этапе заявления до 1 февраля 11-классник должен определиться, какую математику он будет писать – базовую или профильную. Это ключевой момент. Кстати, добавился в перечень ЕГЭ еще один иностранный язык – китайский. Правда, нашим школьникам пока не грозит, его в коме не преподают. А вот за нарушение на экзамене предупреждают родителей, наказания суровые. Если предмет обязательный, на пересдачу отправят осенью. А вот тем, кого со шпаргалкой поймали, к примеру, на биологии или физике, вторую попытку дадут лишь в следующем году. Впрочем, случается, что претензии к проведению экзамена есть и у детей. Тогда можно подать апелляцию. Конфликтная комиссия получает данную апелляцию, рассматривает ее в течение 2 рабочих дней и выносит одно из решений. Либо об удовлетворении апелляции, если обстоятельства, которые указаны в апелляции, подтверждаются, либо об отклонении апелляции, если обстоятельства, соответственно, не подтверждаются. В случае удовлетворения такой апелляции результат государственной итоговой аттестации участника, по которому подавалась апелляция, аннулируется, и участнику предоставляется возможность сдать экзамен по данному учебному предмету в иной день. Дни эти, кстати, называются резервными. Они запланированы на конец июня. Тогда же пересдают ЕГЭ те, кто не согласен с оценками. Напомнили на собрании и о запасном варианте образовательного маршрута. Это когда школьник грезит учебой в МВД, ФСБ и военных вузах. Вы должны понимать, что если вдруг ребенок не пройдет медкомиссию, у него должен быть запасной вариант. Потому что если он выбрал предмет, который идет исключительно в этот вуз, но не сдал медкомиссию, и ему этот предмет не нужен, вы должны понимать все-таки, куда он будет поступать. То есть вот для таких узкоспециализированных университетов необходимо вам, дорогие родители, продумать запасной вариант, потому что бывают сложности каждый год именно вот в таком направлении. А самое главное, о чем должен помнить каждый родитель, и уже сейчас, и во время экзаменов, нужно поддерживать свое чадо. Благоприятная обстановка в школе и семье помогает на учебном перепутье, как ничто другое. Любовь Филиппова, Роман Боровиков, телеканал Юрган, Сыктывкар.